Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, какую меру пресечения избрали мужчине, напавшего на бывшую жену в Заинске. Бывшая супруга подозреваемого обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что он ее изнасиловал. После нападения он скрывался в лесу. Позвонил пожарным, чтобы спасти нарколабораторию. Что там находится? Конопля. Сколько штук? Сколько кустов там? 30 штук. Полицейские Казани задержали мужчину, который выращивал коноплю у себя в доме. А также последствия аварии на улице Космонавтов. Сотрясение? Увезли, да, женщину? Да, увезли на скорой. Одной из пассажирок потребовалась госпитализация. Об этом и не только в ближайшие 10 минут. Заинский городской суд избрал меру пресечения в отношении 47-летнего Сулеймона Киргизова. Напомним, мужчину подозревают в нападении на свою бывшую жену. По данным следствия, он зашел в магазин спиртных напитков и нанес ей множественные удары отверткой по различным частям тела. Сразу после нападения предполагаемый злоумышленник скрылся, но вскоре был задержан. Что он сказал в суде и в чем его еще подозревает следствие, расскажет Айрат Назипов. Это видео снято еще в субботу. В центре внимания Сулаймон Киргизов, который, как полагает следствие, за день до этого напал на свою бывшую супругу, после чего пустился в бега. Чтобы уйти от наказания, он решил спрятаться в лесу. Был объявлен план «Перехват». На поиски была ориентирована большая часть отдела полиции по Заинскому району. Установлено, что подозреваемый после совершения преступления скрылся на автомобиле. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был найден его автомобиль в 25 километрах от города. Он спрятал его в поле в высокой траве, ключи выбросил. Позже оперативники одной из поисковых групп задержали в лесополосе разыскиваемого мужчину. Печальную славу мужчина получил в пятницу 4 сентября. По версии полицейских, в тот день он зашел в магазин алкогольных напитков и напал на свою экс-супругу. Пострадавшая получила множественные удары отверткой по различным частям тела и была срочно госпитализирована. Проникающих ран нет. Повреждений внутренних органов не было, магистральных сосудов тоже не было ничего задето. Выполнена первичная хирургическая обработка ран, остановка кровотечения ран на лице. И уже в тот момент, в то время состояние было стабильным, угрозы жизни не было. Выяснилось, что за несколько часов до нападения женщина обратилась в полицию с заявлением на бывшего мужа. Она обвинила его в изнасиловании. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Кроме того, в отношении мужчины возбуждены дополнительные эпизоды преступной деятельности. Это изнасилование и насильственные действия сексуального характера, угроза убийством, а также умышленное причинение легкого вреда здоровью. Сулаймон Киргизов свою вину не признал. Он даже отказался от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции Российской Федерации. Сегодня в Заинском городском суде ему избирали меру пресечения. Мужчина заявил, что не скрывался от полицейских. Якобы потерял телефон, а на момент своего задержания просто гулял в лесу. Впрочем, прокуратура в эту версию не поверила и попросила суд заключить Киргизова под стражу на 1 месяц и 30 дней. Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, ходатайство следователя, принял решение об удалении и вынес решение о заключении под стражу Киргизова до конца следствия. Я считаю, что решение суда законно обоснованное. Этим решением я удален. Под стражей фигурант дела пробудет как минимум до 4 ноября. Айрат Назипов, Айгуль Ярулина, Денис Ипатов. Вызов 112. 63-летняя женщина погибла во время пожара. Все произошло в Казани на улице Мусыбигичева. Там загорелся частный дом. К приезду огнеборцев пламенем были объяты пристрой и чердак здания. При этом веранда частично обрушилась. Огонь мог перекинуться и на соседние дома. Но пожарным удалось потушить пламя за час. В ходе разбора завалов ими было обнаружено тело пожилой женщины. Оказалось, что пенсионерка ходила с трудом. Что стало причиной возгорания, выясняют пожарные дознаватели. Стиральная машина стала причиной пожара в квартире одного из домов на улице Читаева. Как рассказали жильцы, они закинули туда вещи, но спустя пару минут бытовая техника начала издавать необычные звуки. Оборудование отключили от сети, но к этому моменту появился дым и огонь. Прибывшие на место пожарные оперативно справились с возгоранием. В результате инцидента никто не пострадал. Сам двигатель загорелся. Но квартира вообще не пострадала, только машина, да? Нет, ничего не пострадало. А ванная комната как? Нет, ничего не пострадало. Вовремя вызвали. Непростое решение пришлось принять 37-летнему казанцу. Позволить дому сгореть или сдаться полицейским. В итоге выбор пал на последний. Теперь житель Казани пойдет под суд за незаконное выращивание конопли. Как выяснили стражи порядка, мужчина создал нарколабораторию на улице Товарная, но она загорелась. Понимая, что потушить пламя ему не под силу, житель дома вызвал на место пожарных. Что нашли в сгоревшем помещении, Наталья Мезина.
А где вы удобрение у вас ваше? Удобрение вот эти вот. Он бы и дальше выращивал коноплю, но пожар спутал ему все планы. 37-летний казанец снял 3 жилых дома, 2 из которых использовал как нарколабораторию. Одно из помещений загорелось, и мужчина никак не мог потушить пламя своими силами. Тогда у него возникла дилемма – не делать ничего или же вызвать пожарных и выдать себя. Недолго думая, он выбрал последний вариант. Пожар в итоге потушили, и о незаконном урожае узнали все. Скажите, что там находится? Конопля. Сколько кустов там? 30 штук. Полицейские осмотрели все помещения. Они изъяли горшки с растениями, специальные удобрения, лампы и вытяжки, а также оборудование для выращивания конопли. По материалам уголовного дела все изъято он выращивал для собственного потребления без цели сбыта. Органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренной частью 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры. Теперь мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. На время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Наталья Мезина, Айрат Назипов, вызов 112. Жаркая пора не только для комбайнеров, но и для техники. 3 сельхозмашины сгорели на полях Татарстана в эти выходные. В первом случае жертвой огня стал комбайн. Зерноуборочная машина вспыхнула на ходу в Актанышском районе республики. Прибывшие на место огнеборцы справились с возгоранием за 12 минут. Второй инцидент произошел уже в Атнинском районе. Возле деревни Дусюм загорелись трактор и пресс-подборщик. Как выяснили пожарные дознаватели, это произошло из-за неправильной установки и эксплуатации электрооборудования. В обоих случаях никто не пострадал. Житель Нижнекамска едва не поджег автозаправочную станцию. ЧП произошло на проспекте Мира. Чтобы не допустить взрыв, сотрудники группы быстрого реагирования попытались уговорить мужчину не совершать необдуманных поступков. Когда слова не помогли, пошли на крайние меры. Чем все закончилось, знает Зарина Ахметова. Заправка на Мира, кипиш какой-то непонятный, что никого не пускают. Как видно на кадрах, мужчина подошел к колонке, взял пистолет и начал сливать остатки бензина прямо на асфальт. На странное поведение обратили внимание операторы заправочной станции и тут же вызвали группу быстрого реагирования. Прибыв на место, они попытались уговорить нижнекамца не совершать поджог. Поняв, что медлить нельзя, им пришлось сбить поджигателя. А приехали оперативно? Приехали оперативно. Ну, впервые такое вот происходит? Да, впервые. Задержанным оказался 40-летний ранее судимый нижнекамец. По предварительным данным, он выпил спиртное, и ему показал, что за ним кто-то следит. Тогда он отправился на заправку и начал угрожать ножом операторам станции. Затем поранил себе горло и попытался поджечь топливо, но потерпел неудачу. Сейчас все детали произошедшего выясняют полицейские. Зарина Ахметова, Айгуль Яблонская, Фахри Исламов, вызов 112. Водитель Ауди не справился с управлением и въехал в стену на улице Технической. От серьезных травм мужчину и его пассажиры уберегли сработавшие подушки безопасности. В беседе с автоинспекторами он отметил, что его подрезал другой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, он дернул руль вправо и в итоге вылетел с дороги. 59-летняя пассажирка автомобиля Hyundai Solaris попала в больницу после аварии на улице Космонавтов. Ее спровоцировал водитель Deo Nexia, который снес стоячий перед собой автомобиль. При этом мужчина уверяет, что видел корейскую иномарку еще задолго до столкновения. Почему же он не остановился, знает Юлия Гоголева. Сотрясение? Все. Увезли, да, увезли на скорую. Госпитализация потребовалась пассажирке Hyundai Solaris. Женщина жаловалась на боль в голове. В больнице у нее диагностировали растяжение шейного отдела позвоночника. Других пострадавших не было. Водители сразу пришли к единому мнению о причинах аварии и ее виновнике. А вы виноват сейчас признаете сейчас? В принципе, то, что именно я въехал, да, конечно, я не буду отнекиваться. Обе машины двигались в одном и том же направлении. На светофоре на улице Космонавтов водитель Hyundai Solaris остановился, чтобы повернуть налево. Стоял долго и пропускал встречный поток. В какой-то момент иномарку снесла Deo Nexia, которая ехала позади. Ее хозяин видел остановившийся автомобиль и пытался его объехать. Именно в тот момент, когда я посмотрел направо и зеркало, что происходит, естественно, когда уже вернул голову обратно, можно сказать, машина оказалась уже совсем близко. Ну, видимо, не подумал, что она начала тормозить в этот момент. Не знаю, почему так вышло. Причиненный материальный ущерб еще только предстоит подсчитать. Юлия Гоголева, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.